Предписания не подействовали, пришлось довести дело до суда. И вот теперь местная администрация уже под риском санкций обязана приложить все усилия, чтобы устранить нарушение пожарной безопасности. Обращению в суд предшествовала тщательная проверка. Вывод – запасов воды не хватает, да и водоемов на всякий пожарный поблизости нет. Не соблюдается здесь и дистанция между постройками и лесом. Несмотря на длительный срок отсутствия в населенном пункте источников наружного пожаротушения, администрация поселения надлежащих мер по устранению нарушений законодательства о пожарной безопасности не предприняла. В связи с тем, что несоблюдение указанных требований администрации поселения может повлечь на наступление необратимых последствий, Власти поселения, видимо, понимая, что от исполнения своих обязанностей никуда не деться, о частичном исполнении предписания даже вроде бы отчитались. Отремонтировали источник воды, один пожарный водоем обошелся аж в 250 000 рублей. На остальное денег, мол, пока нет. Дальше сложнее. Оградить местные земли от государственного лесного фонда санитарно-защитной полосой сложно административно. Если Министерство природных ресурсов республики даст добро, то мы сможем внести 30 метров полосы где-то с километр длины и 30 метров ширины в черту населенных пунктов. И только тогда убрать деревья. А вот будет ли вообще такое разрешение? Вопрос уже на самом деле острый. В Сыктывдинском лесничестве есть населенный пункт Кемьяр. Он относится к компетенции властей Ясныга, где из стадии переписки по решению противопожарной проблемы не могут выйти уже 5-й год. Просто потому, что когда земли местными властями раздавались, на нюансы с границами не заморачивались. Получилось, что за землями местного значения сразу идут федеральные. Чем не законодательный тупик? Виктория Денисова, Иван Богомолов, телеканал Юрган, Сыктывдинский район.